Надо на укоренять корень причины. Все будет хорошо. Марк, Zero Byte Марк. Все зависит от нас с вами. Как у нас будет будущее. Где эти наши, которые возмущались вчерашним моим видео? А почему тут искусственно? Я так не думаю. Дело, дело, скорее всего, не в этом. Просто я думаю, что мы сами люди позволяем твориться этому беспределу. Вот и все. Апсу Кристиан. Мой вопрос не прочитали. Так, Апсу Кристиан. Вы знаете, я поэтому, ребята, предлагаю. Кто хочет задать вопрос, лучше поднимите и задайте вопрос. Я просто... Тут многие пишут, и, если честно, эти вопросы у меня пропадают. Так, Апсу. Тебе надо будет это искать. Так, а где этот вопрос? Кстати, я его не вижу. Так. Может быть, что-то TikTok не пропускает какие-то вопросы? Я не могу понять просто. Подавить, слушай, задайте вопрос. Это касается вообще всех. Тут дело сейчас не в абхазах или там грузинах, армянах, русских. Это вообще такая... Мы сейчас в таком веке живем. Это проблема 21 века вообще. Поднимите сюда, задайте вопрос. Я не вижу вопроса. Видимо, ваш вопрос блокируется. Я так понимаю. Не могу понять, почему. Не надо стесняться. Здесь никто не кусается в эфире. Пускай каждый занимается, Алекс, пускай каждый занимается этой проблемой у себя дома. И все будет хорошо. Молодежь надо занимать, обучать, создавать рабочие места, чтобы люди были заняты, а не лентяйничали. К сожалению, эта проблема существует во многих странах мира. Мы в этом плане не одиноки. Вот. Поэтому проблема глобальная. Так. Апсу, я не вижу вашего вопроса. Поднимите, задайте вопрос. Я его просто реально не вижу. Или повторите. Может быть, TikTok просто не пропускает ваш вопрос. Бывает такое тоже. Вообще, TikTok какой-то странный стал в последнее время, кажется. Какие-то то вопросы не пропускает, то какие-то видео пытаются не пропускать. Что-то наподобие этого, в общем. Добрый вечер, Инал. Так. Динко, добрый вечер, как у вас дела? Как вы поживаете? Кстати, хорошо, Денис. Ну, это хорошо, раз все хорошо. Спасибо, все нормально. Вот заняты историей. Кстати, я, когда вчера был в эфире, я по этому поводу говорил, повторюсь, для тех, кто не слышал и не знает, зайдите в Апснетеку, и там вот на первой, вот, когда вы открываете, там прям по списку идут некоторые материалы, которые уже опубликованы в Апснетеке, и там первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый по списку, книга опубликована Станислава Засимовича Лакоба, называется «Берия. Абхазская новелла».
а вы узнаете, кто был Лаврентий Берия по национальности. Интересная книга, почитайте. Называется «Берия. Абхазская новелла». Константин. Добрый вечер, Константин. Город Сухум, Республика Абхазия. А вы откуда будете? Привет. Адзюбжа. О, Адзюбжа на связи. Как это поживает там Адзюбжа наша? Кстати, вы смотрели документальный фильм «Абхазский негр», который мы сняли в Адзюбже? Кстати, об этом не все знают. Зайдите в интернет, в YouTube, и напишите «Абхазские негры». Там выйдет документальный фильм Максима Самарина, российского кинорежиссера. Там по поводу истории абхазских негров. Ну, фильм он такой небольшой. Там, в принципе, как бы, ну, вообще, как бы, документальный фильм, оно было как в таком сжатом формате, там 30-40 минут, не более. Вот. И мы там снимали фильм по поводу абхазских негров. Он там буквально идет 30-40 минут, что ли, где-то так. Презентация фильма была в Северном в Северной Осетии, в России. Добрый вечер, Саида 477. Добрый вечер. Привет из Гагры. Добрый вечер, Гагра. Как поживает самое горячее место во всем Северо-Западном Кавказе? Мне нравится Гагра, если честно. Хотя жить я там не хотел бы, если честно. Просто побывать там, особенно стать частью города Гагра. Вот. Кстати, они недавно держим оборону. Это хорошо, оборону держать надо в Гагре, особенно в Гагре. Вот. Там, значит, там еще место такое. Не зря же это место называется Гагра. Вы же знаете, да, что означает слово Гагра с абхазского языка? Это как-то, знаете, я там находился в старой части города Гагр, и там ко мне подходит и говорит: Денис, подскажите нам, а что значит слово Гагра? Не, ну царь Абхазчар-Дзаб, говорят абхазы. Вот. Поэтому, тем более, исходя из названия, надо там всегда там надо держать оборону. Динка, я обожаю ваши лекции. Ну, лекции это сложно назвать лекцией, если честно. Так, эфиры небольшие какие-то. Вот. Лекция это, знаете как, когда ты сидишь где-то в университете или в каком-то институте, где-то посидят кучу людей, какую-то тему им читаешь интересную. Вот эта лекция, это так. Хобби, что ли. Даже не хобби, как это сказать. Стараемся просвещать народ иногда, по возможности, конечно. Малика. Я тоже в Сухуме хочу жить. А вы где живете, Малика? В каком месте живете? Или в каком, город, деревня, где вы живете? Ну, вы знаете, вообще по поводу того, что вот жить в городе, я вам хочу сказать, что на самом деле я вот пожив в городе, я и в деревне жил, и в городе сейчас живу, уже давно живу в городе. Но, честно вам скажу, это может быть немножко, может быть, я не знаю, там, со временем, что ли. Как-то меня так если честно, я бы, наверное, не жил бы в городе, если честно. Что здесь делать-то? Вообще в больших городах, я вообще очень люблю тишину и спокойствие. Очень большие города это не очень для меня, если честно. Я даже, когда куда-то выезжаю, стараюсь на природу выезжать. Это самое лучшее, если честно. Гудаута-Сити. О, Гудаута-Сити. Блатной город Абхазии. А что, разве в Гудауте плохо живется? Гудаут хороший город. Это наша база Гудаута. Гудаут — это хороший город.
Кстати, вы знаете, да, что город Гудута никогда не существовало? Это самый молодой город, наверное, в Абхазии. Вот. Ну как, ну Творчал еще, в принципе, да, это вот новый город. Ну, Творчал самый прям вот такой. А так, город Гудута когда-то был частью села Лохна. Вот. Вы знаете, я здесь с вами, кстати, согласен. Вот в Абхазии, в принципе, везде хорошо, действительно. Будь это в каких-то городах, будь это на природе. Но все же Абхазия берут своей природой. У нас действительно уникальная природа, и мне иногда кажется, что мы не до конца осознаем, в каком мы вообще месте живем, и какую из Абхазии можно сделать Кавказскую Швейцарию. Юрий Кравченко, добрый вечер, Украина. О, гость из Украины. А вы с какого города? Окси 08. Ну, если вы меня спрашиваете, то я из Сухума, из Улика, Абхазия. Там зародилась наша независимость. Ну, да, если мы говорим о Абхазского нет, то город Гудут играл роль временной столицы нашей страны, нашей родины во время войны. И, конечно же, вообще, вы знаете, я вам так хочу сказать, что вообще Западная Абхазия, это вообще не в обиду другим регионам Абхазии. Я сам из Восточной Абхазии, если что. Я вам хочу сказать, что вообще Западная Абхазия, начиная от реки Гумста далее в ту сторону, это всегда было тем местом на территории нашей Родины, где всегда, как птица Феникс, возрождалось наше государство. Абхазское царство, давайте вспомним, возникает в Западной Абхазии. Абхазское княжество, пусть я назвал Абхазское царство или царство абхазов и грузинов, возникает там. Долгое время центром после Средневекового Абхазского княжества было село Лохно. Во время Грузино-Абхазской войны столица была перенесена туда, в Западную Абхазию. Так что Западная Абхазия всегда была такой, как бы, опорой для всей остальной Абхазии. Херсон, бро. О, город Херсон. Как там у вас дела в Херсоне? Если кто-то хочет подняться в эфир, поднимайтесь. Приму. Я не кусаюсь. Хотелось бы лучше. Ой, да, не говорите. Вы знаете, вообще хочется, чтобы в мире все как-то было получше, если честно. А то все как-то, знаете, в напряжении все. К большому сожалению. Хочется, чтобы во всем мире был мир. И чтобы все люди дружили между собой. Наконец-то. Сейчас в Тбилиси живу. Понятно. Почему в Тбилиси? А не у себя на родине? Или вы решили уехать? Когда мир настанет? Мирность это вопрос или что? Вы знаете, хочется надеяться, что всегда был мир. Но я, знаете, как историк, вам могу сказать, что, к большому сожалению, люди вообще, природа человека такая. Воевали, воюем и будем воевать. И это никогда не закончится, к большому сожалению. Вы знаете, даже когда люди жили в пещерах, ходили друг другу воевать. Чемчира здесь, бабу. Добрый вечер, Чемчира. Особенно Чемчиру рад видеть. Это самый чемчирский. Ну как Чемчира? Чуть севернее, правда, Чемчира, но я сам обжуец. Мой вопрос виден. Аман, поднимитесь, задайте вопрос. Потому что я не знаю, почему вот несколько человек мне написали, что не задали вопрос, а я этих вопросов просто не вижу. Я не знаю, с чем это связано. Не могу понять. То ли какая-то политика ТикТока какая-то странная, то ли что, не могу понять. Вроде бы какие-то вопросы, вроде бы. Один из... Это Амир Ура.
Ну так и напиши, Амир. Почему у тебя Аман написано, я не могу понять. Почему Аман-то? Тогда Амир напиши, так будет более понятно. Как у тебя дела? Как дома? Ходите даже чой? Хазмнет харузки. Если шнука хаджуб хайла ход набракала. В общем, много-много-много семерок пишет, пока люди есть, увы, не будет мира. Ну, природа человека такая. Ничего не поделаешь, к сожалению. Вы знаете, есть какие-то такие вещи, которые надо принимать просто как данность, ну и не более того. Вот ты просто это не изменишь. Это не я написал. Но тут, у вас семерки, там наверху еще семерки. Уже не поймешь, тут у кого что какой ник. Очень похожие ники. Добрый вечер, Илана. Добрый вечер. Я только сейчас тебя увидел, Илана. Как у тебя дела? Я безжой. Окс. Я понимаю немножко абхазский. Окси, вы не абхазка, так понимаю, да? Салам. Бзервым Зелана. Нас бусурой хой. Ласилась без безумамла, а ногрокопна. Мир нужен всем. Я согласен. Всем нужен мир. Кто не хочет мира? Но я абазинка. Окси, вы хорошо говорите на абазинском языке? И на каком диалекте вы говорите? На тапанском или ашхарва? Кольцо Симон. И бы мхану бы кольцо Симон, конечно, бастамала. وبالزعل سيزن نصالح لك جوكوجك نصالح لك بكольцо واحد تفهم ما قد تسكت يا شباب أسود. سيزتهم. ويتك سطرك نقص بلطي هي. Точно не Ашхарова. Значит, вы говорите на тапанском диалекте, я так понимаю, потому что Ашхарова я хорошо понимаю, кстати. Ашхарова прям очень близок к современному абхазскому языку. А вы там живете, да, в Карачаево-Черкесии? Или где? Родом с Качер, мама абазинка. Так я не понял, у вас мама абазинка или отец абазин? Вы скажете, что вы абазинка. Может, этот с вами не еврей? А абазинский вы хорошо знаете? Кстати, на следующий... сейчас я вот выпускаю выпустил несколько видеороликов «Папа кабардинец». Значит, вы кабардинка. Черкешенка.
Бывал в Кабардино-Балкарии, кстати. В Карачаево, Черкесии, правда, я не бывал. К большому сожалению. Вообще надо бы съездить, посмотреть, что там у вас интересного-то. В Кабардино-Балкарии тоже не везде бывал. Был в Нальчике. Дня 4, наверное, там находился. Потом ездил в эти аулы. Как там называется? Чегем 1, Чегем 2. Вот. Я там тоже бывал. Нас туда возили. Вот, оба языка знаю. Ну, это хорошо. Ахо пишет: смотрю ваши видео, и очень приятно, что у нас есть такие образованные люди. Спасибо большое. Вы знаете, на самом деле у нас образованных людей очень-очень много. Вот. Просто папина фамилия Абазинская. Я так понимаю, что, наверное, он кабардинец, абазинское происхождение, я так понимаю. Потому что я знаю о том, что в Кабардино-Балкарии есть немало фамилий абазинского происхождения. Ну вот, да. Это хорошо, раз так. Очень многие абазины часто там переходят на значит, черкесский язык, на кабардинский язык. Вот. Мне говорили, что он более легкий, да, кабардинский, чем абазинский. Я просто не сравнивал как-то так, на слух. Вот. И как-то, знаете, я с кабардинцами мало сталкиваюсь. Я обычно, бывает, больше общаюсь с западными адыгами. У меня друзья есть в республике Адыгея. В Майкопе у меня есть знакомые хорошие. Когда я больше общаюсь вот с западными адыгами, больше, если честно. Конечно, легкий. Конечно, легкий. Интересно, он легче, чем абхазский язык? У нас же тут тоже есть свои локальные варианты. Есть восточный говор, есть западный говор. Ну, вот. Но для меня оба нормы, хотя разные. Ну, ясное дело, конечно, когда ты вырос, ну, сам будучи частью этого народа, да, там, абазинского или там кабардинского, конечно, и то, как бы тебе, в принципе, нормально. Это просто знаешь, как это, когда человек сторонний, да, слушает, да, и вот он как-то больше, может сказать, это более сложнее, а это вот менее. Вот. Но ты знаешь, у меня здесь бывает очень много гостей, и когда они слушают абхазскую речь, они говорят: Денис, у вас что за язык? Адыгейский, что ли? Да, они вот так говорят, вот на слух. Вот, кстати, на слух для других, скажем, для тех же русских, что абхазский, что черкесский, как будто бы звучит одинаково. Вот так они говорят. У меня здесь были люди, которые как бы общаются с адыгами, да, как бы они знают их, ну как знают, так, на слух, как бы знают, что это вот адыгский язык. И да, они слышат абхазскую речь, и говорят: Денис, как будто бы мы слышим адыгейский. Ну не похоже, но как будто бы. Но у них же тоже очень много вот этих всяких шипящих, свистящих, и там, гортанных звуков и так далее. Динка, мы учились на одном курсе. У нас родственные... Мы учились на одном курсе. Динка, мы с тобой учились на одном курсе? Так не... Не, ну здесь все какие-то, знаете, тут ники. Поэтому, если честно... Сейчас, смотришь, я отвечу. Мне тут пишут на WhatsApp. Вот. Динка. Ну ты хотя бы имя что ли напиши. Имя что ли напиши, я уже не знаю. Я так много с кем учился. На каком факультете? На географическом или историческом? Я же уже на географа учился. Об этом просто об этом мало кто знает. А вот и этот Берсек тоже прибыл. Вайрах, увей.
Алло. Привет, Никита. Ахубзе, Игорь Денис. Ага, хобби хабаргури. Хохота хоть вышла. Нас Игорь ушпасы усква. Зигбизеру? Он бы забрал видеоролик, когда ты же рисовал. А как же хага Ай, ходил. саху. Ай, Дима получает опровержение ква. Я еще сделаю видео, я им покажу. Как там, помнишь, покажу Пискину маму. Это Денис, да, вот у него этого блогера, ну, которого ты делаешь опровержение, у него очень большая аудитория в СНГ пространстве, особенно Северо-Кавказской республики. Ты знаешь, какой просмотр вот этого видеоролика с опровержением? Почти 30 тысяч здесь, в ТикТоке. О, супер же. Ну да. Зачем, Давид, зачем упсу Давид, напишите на нормальном русском языке, пожалуйста. А то ничего не понятно, если честно. Никита Ускуир, Хаваб Душпо. Никита. Дезит особо идет все. Красава. Вахо, Денис, вот ты можешь что-то напомнить про Новоафонский монастырь, в каком году его соорудили, ну и вообще про него историю, а то я все уже забыл. На Афонский монастырь. Ну, там была такая следующая история. Сейчас расскажу немножко по поводу города Новый Афон. В общем, смотрите, с 11 века на Святой горе Аафон, кстати, кто не знает, ребята, правильно будет говорить не Афон, а Аафон. С греческого языка Аафон переводится как место безмолвия или просто безмолвие, потому что это довольно длинный полуостров греческий, и там очень много древних храмов, монастырей, там постоянно молятся монахи, и поэтому Аафон – место безмолвия. Дело в том, что у русских монахов там тоже имеется свой собственный монастырь в честь целителя святого Пантелеймона. Но дело в том, что в первой половине 19 века между научно-английским Давид, я хорошо читаю на латинице, вы по этому поводу не переживайте. Продолжу. Значит, с первой половины 19 века между русскими и греческими монахами возник конфликт по поводу духовной жизни в русском монастыре. Ну, там, в общем, целая история, сейчас в это вдаваться не буду. И тогда же, значит, русским монахам была предложена территория Российской империи для того, чтобы они сюда перебрались, на территории тогда еще Российской империи, и чтобы где-то на этой территории построили себе новый обитель, то есть новый монастырь. Вообще, на самом деле, чтобы вы понимали, изначально им предлагали другие места. Это не только был Новый Афон, кстати, как некоторые думают. Там даже была идея в Илыре, в Беде, ну и так далее, в общем. На территории современного нашего соседнего региона, да, Российского, Казахского края, там тоже им предлагали и так далее, но в итоге было решено остановиться на Новый Афон. Кстати, чтобы вы понимали, почему русские монахи построили на Афонский монастырь именно там, на Новом Афоне, тому есть причины, даже две, кстати. Это не просто так, кстати, не выбрали это место, чтобы вы понимали. Надя, как это, вот, типа, нам понравилось, ничего подобного, там была своя причина, и этих причин там две. Значит, самый первый храм, который был построен русскими монахами здесь у нас в Абхазии, это храм в честь Покрова Божьей Матери 1875 года постройки. А, собственно, сам монастырь, который мы с вами сегодня видим, это с 1876 года начали строить, но там была такая история, что в 1877 году начинается русско-турецкая война очередная, но эти события развернулись также на территории Абхазии. Кстати, я напомню, что тогда город Сухум был сожжен дотла, чтобы вы понимали. Вообще, город был сожжен вообще под ноль. Все строения, административные, гражданские, все было сожжено под ноль. Я читал первоисточник на эту тему. Я читал даже высказывания абхазов по поводу этих событий в Сухуме, когда абхазы оказались между молотами наковальни, да, между Турецкой империей и Османской
Османской империи и Российской империи во всей этой истории. И, кстати, я вам хочу сказать, что абхазы тогда очень сильно пострадали, очень сильно. И, кстати, именно тогда же, потом, после этих событий, абхазы объявили виновным народом. Но это уже другая история, как говорится. В итоге, кстати, очень многие монахи, русские монахи, да, которые обосновались там в Новом Афоне, они уехали в Гелати. Это современный уже монастырь, монастырь в Грузии, древний монастырь. Кстати, тогда то, что построили русские монахи, вот до начала русско-турецкой войны, то тоже, кстати, было сожжено. Чтобы вы понимали, монастырь очень сильно пострадал. Но уже после окончания русско-турецкой войны на территории Абхазии монахи вернулись, русские, сюда к нам в Абхазию, и они начинают там дальше, в общем, то, что было сожжено, уничтожено, они заново это все отстраивали. Кстати, вообще, конечно, они построили очень красивый, величественный монастырь, но самое плохое, что было сделано, они разрушили дворец абхазских царей, что вы знали. Этот дворец существовал в Новом Афоне, да, но, к сожалению, его уже не существует из зданий таких, да, то, что осталось к 19 веку, да, вот эта резиденция абхазских царей, значит, они вот эти, значит, они его разрушили, и то, что там они разрушили, они построили частично этот монастырь. Значит, кстати, я вам хочу сказать, что закончили работу по строительству монастыря в 1912 году. Ну и кроме того, что они построили монастырь, русские монахи сажали очень много. У них было, огороды делали. Они посадили 5 сортов абхазского сорта винограда. Они делали абхазское вино, только из нашего сорта фактически делали. Но и единственное, что они завезли из винограда, это была Изабелла, кстати. Они из Горицы к нам привезли. Кстати, что вы знали, просто мало кто об этом знает. Обычно многие думают, что к нам мандарины впервые завез купец Игуменов, да, в село Алахадзе. Это не так на самом деле. Самый первый мандарин на территории Абхазии Кацки завезли русские монахи. И это был японский сорт, который называется Суцуми. Значит, такая вот история. В 1924 году, уже в эпоху советской власти, Нестор Лакоба, руководитель Абхазии, ему пришло приказ выгнать всех русских монахов и взорвать монастырь. Кстати, что вы знали, монастырь сохранился только благодаря Нестору Лакоба. Если бы не Нестор Лакоба, поверьте мне, этого монастыря бы не было бы. У меня здесь на телефоне, просто сейчас не могу это продемонстрировать, у меня здесь на телефоне есть проект здания, которое должно было возникнуть на территории монастыря. То есть монастырь должны были взорвать, и на месте монастыря построить такое, знаете, довольно большое, такое массивное здание, довольно такое огромное. И там должен был быть дом отдыха под названием Псырцха. Но благодаря Нестору Лакоба, слава богу, монастырь сохранился. Кстати, он хоть и спас, значит, монастырь, но, к сожалению, спасти русских монахов он не смог. Кстати, кто не знает, русских монахов больше половины вывезли в город Новороссийск. В Новороссийске и по сей день там есть действующая тюрьма, это здание эпохи Российской империи. Я просто сам, в год там 2-3 раза бываю в городе Новороссийск, там просто друзья мои хорошие живут, они мне показывали, там есть действующая тюрьма, это здание эпохи Российской империи, там раньше была каменоломня, вот, где вот эта тюрьма, и к большому сожалению, очень многие монахи отсюда, из Абхазии, свои последние дни встретили в этой каменоломне, в этой, в общем, новороссийской тюрьме. Вообще, у них там вообще была такая печальная история, я даже читал, что там с ним вытворяли большевики, в общем, какая-то душераздирающая история, в общем, там была такая вообще нехорошая история с ними. Сейчас я в это вдаваться не буду, где-то материал у меня тут дома лежит. Мне просто привезли оттуда из Новороссийска. Хотя там в Новороссийске есть архив, там есть доступ, прям в сам архив, там много чего интересного есть по Абхазии. После этого нужно туда ехать, там нужно долгое время находиться, заниматься этой темой. И она, к сожалению, нужны определенные возможности, будем так говорить. Вот. Ну и как мы все с вами знаем, во время Грузино-Абхазской войны монастырь играл роль госпиталя, а уже после окончания войны в 1994 году монастырь вернули прихожанам. Но нет уже абхазский мужской семенно-канонический монастырь. В общем, как-то так, Никита, если буквально вот коротко, буквально об этом, если сказать об этом монастыре. Вот, когда так вот. Очень много подробностей. Смотри, что пишет последний комментарий. Так, выключить аккаунт. А ну, ушел отсюда. Вот знаешь, Никита, вот заходят вот так грузины, начинают оскорблять, потом говорят, вот там абхазы оскорбляют грузин в интернете, потому что грузины провоцируют абхазов. Вот сейчас мы тут мирно общаемся, сидим и разговариваем, заходит какой-то идиот, извините за выражение, и начинает такие вещи писать. Потом как тут уже не злиться, слушай. Ну, что поделать, такие вот провокаторы. Это очень Ну, насколько это получилось.
Я даже не думал, что настолько богатая история Новоафонского монастыря. Там много чего на самом деле интересного было вообще. Я просто там бываю, много чего рассказываю и своим гостям в том числе. У меня очень много литературы, кстати, на эту тему, по поводу вообще Афонского монастыря. И что касается вообще вот этого вот. Я тебе, наверное, не показывал, вот это я привез. Вот такая книжка, она небольшая, правда, называется «Новый Афон». Раритетная книжка, эту книгу, я не знаю, я нигде эту книжку не видел в Абхазии, если честно. Где-то, может, в библиотеках, где-то, может быть, есть, я не могу ничего сказать. А в интернете нет такой? Нет, в интернете этой книжки нет, я купил его на аукционе в Москве, если не ошибаюсь. Где-то Вообще, про новый фонд, что вот, какие материалы лучше всего прочитать, чтобы, ну, без всяких мифологий, а прям с точностями и первоисточниками? Вот эта еще книга хорошая на эту тему, кстати. Вот она. Этой книги тоже нет в интернете, к сожалению. Это тоже я достал на аукционе в России, был один экземпляр. Ты знаешь, ну это работа Пачуля, не только там, другие работы тоже есть. Как тебе сказать? Есть, кстати, еще работа Бебия. Работа Беби, я где его достал? Уже не помню, если честно, потому что эта работа тоже не была в интернете. Там были интересные материалы, тоже где-то доставал. У меня вот здесь на компьютере есть. А ты почему спрашиваешь, Никита? Или хочешь почитать? Интересно, хочу почитать, да, потому что я очень давно читал про Новоафон, Новоафонский монастырь, и сейчас, видишь, чуть подзабыл уже. Ну, много лет тому назад еще читал. Я вот помнил, что только Новоафонский монастырь образовался там в 19 веке, но, видишь, точный год сейчас ты мне напомнил, 76-й получается, да? 1876 по 1912 года. Это получается первая половина 19 века и первая половина 20 века. А вот сам как город Новый Афон, когда вот основался, ну если не учитывать Анакапию как? А это уже вот буквально в советское время. Советское время. Ну, ты же понимаешь, мы же обычно, ну это так юридически будем так говорить, да, но для нас, ты же понимаешь, это город древний. Вот. Мало ли, когда там Российская империя или там в советское время там какой-то указ издали, да, там вот официально он будет называться городом, да. Для нас это древние города и не возникли еще до нашей эры, поэтому. Вот. Мне просто Новый Афон же, он как считается самое популярное туристическое место, где вот очень много приезжает. Рица самое популярное место. На самом деле. Рица тоже, да. Если ты говоришь о туристическом объекте, Рица самое популярное место. Ну и Новый Афон, кстати, но Новый Афон. Ты знаешь, вот сейчас тебе скажу, я попал недавно в Новый Афон, как раз когда вот эти сильные дожди были, и на озере Рица сели сошел, вот перед озером Цшуна, да, иначе называемое в народе Голубое. И все поехали в Новый Афон. Я в это время там оказался. Там был такой аншлаг. Не пройти, не протолкнуться. Что там творилось, это я такого недавно в жизни не видел. Представляешь, что все, кто там, я не знаю, там больше половины, можно сказать, кто хотел там попасть на Рицу, все доринулись в этот Новый Афон. И там началось какое-то безумие просто. Вот. Так что вот так вот. Так что такие вот дела. Так, да, конечно, очень красивый город. Ты, кстати, бывал там, когда после того, как отремонтировали ЖД-станцию? А как еще раз вопрос? Ну, после реставрации ты бывал? ЖД-станции. Сердца. Да, там был, там это как кафешку еще новую же сделали. Moonlight, я только сейчас обратил внимание. Moonlight, привет, привет, как у тебя дела? Ибра, очень красиво очень стало. Да, кстати, знаешь, как-то вот, не знаю, некоторые там стали говорить, что вот, мол, ЖД-станция потеряла какую-то свою аутентичность, 3, 5, 10. Я понимаю, что множество... Вообще, это очень плохо, что мы какие-то вещи не разделяем. Во-первых, здание находилось в очень плачевном состоянии, это очень мягко говоря, да. Уже там вся сыпется, разваливается, там, не знаю. Вот. И меня это удивляло, когда люди говорят, ну вот там отремонтировали, он уже не так, мол, вот не так аутентично. Ну, послушайте, я говорю, нужно было ждать, чтобы он рухнул, что ли, я просто не могу понять. Но это же не серьезный разговор. Вот. И
И поэтому меня вообще всегда удивляют такие вот очень странные такие разговоры. Я понимаю, что люди вообще очень тяжело что-то новое воспринимают, но смотреть на это, в каком состоянии находился, это уже было просто невозможно, если честно. И вообще молодцы, что сделали. Очень популярное место. Можно прийти, посидеть, там, не знаю, там кофе выпить, отдохнуть, посидеть вообще. Не, классное место. Молодцы Я все, вот там недавно молодцы все, кто увидел, работают в реставрации. Молодцы, конечно, вообще. вот недавно увидел, ну, там, когда находился, вот, музей Абхазского царства. Там вот в основном что именно находится? Я думаю, вот можешь зайти туда тоже. Не, будешь в Афоне, заходи, обязательно, в любом случае посмотри, это же интересно. Это же тоже наша Просто история. периода до X века там, получается, доспехи, там, наверное, вот, и все остальное вот в этом стиле будет, Там да? музей как бы такой. Сейчас, конечно, может быть, там не сравнится там с нашим музеем, ясно дело, там как наш госмузей в Сухуме. Но все равно интересно же. Вот. В любом Да, случае, туда пойдем. в любом случае будешь, зайди, посмотри. Это про Накопийское сражение писали же, получается, три автора, как я помню. Один безымянный, два там Джуанширяне и Леонтий Там Мравинжи. на самом деле два источника. Только два, да? Жизнь Вахтанга Гаргасала и еще какой? Жизнь Константина, кажется, это называется еще. Из Ну, это Константина. входит, кажется, в время, это как бы у них же это под общим названием. Вот. А так, И еще художественный роман, получается, Петрозашвили, что в 86 году написал книга, это да? уже, Ну, как художественная. уже художественно, если честно. Да, интересно. Ну да. Ты сейчас планируешь еще какие-то видео, да, сделать опровержение? Да, конечно. Вот на какие еще темы там сейчас ты готовишь? Там просто тот блогер очень много таких сделал, знаешь, ну, бреда одним словом. Ну, слушай, ты знаешь, вообще несу такую ахинею. Там еще есть... ты знаешь, что я вообще, на что я вообще обратил внимание? Когда они берут какую-то цитату, ты обрати внимание, там нет ссылок нет. Они просто говорят, такой-то, такой-то автор. То есть там отсутствует. Так вообще как должно быть. Значит, автор, название книги или же источника, год издания, страница, где об этом написано. Этого всего нет. Для чего это делается? Это все делается для того, чтобы их не разоблачили. Но ты понимаешь, я же по образованию историк, я же все эти материалы имею, я примерно знаю, где что написано. Вот. Потому найти мне эти вещи, поверь мне, для меня это вообще никакого труда не составляет. Например, он там приписывает Эвлю Челеби то, чего он не говорил вообще от слова совсем. В другом месте значит, он цитирует Досифея, он слово «абазги» заменил на слово «абазины». Вот. То есть это вот такие моменты. Ну, это все специально делается, ясное дело. Но такие вещи надо разоблачать, если честно. Вот. Но в основном, как я посмотрел, больше всего именно у него аудитории, мне кажется, даже больше, чем у Дэйва. Ой, Дэйв тоже такую ахинею несет, если честно. Особенно ты знаешь, меня позабавило по поводу карт. Он настолько в этой теме вообще не разбирается. Вот если я просто... Понимаешь, в чем дело? Я же сам пишу на эту тему. И он настолько в этой теме не разбирается, несет какую-то ахинею. Например, он там показывает карту, грубо говоря, 18 века. И он говорит, что Сухум находится в составе Мингрелии. И он там показывает, вот, мол, Сухум же, мол, в составе Мингрелии указан. На самом деле, там, во-первых, это карта реконструкции, которая показывает более раннего периода, это во-первых. Он просто об этом умолчал. Или просто не знает и не понимает этого. Это, во-первых. Во-вторых, на самом деле, там, где он указывает Себастополь, это не Сухума, а Дзюбжа.
В общем, там много такого ляпа, в общем, и хватает, в общем, вот так и вот так. Поверь мне, все вот эти утверждения можно разнести просто в пух и прах. Вот. Просто надо посидеть, им надо просто заняться, и время должно быть, это ты сам понимаешь. Ну Вот. да, Кто просто профессионально разбирается в истории, поверь мне, это не ставит труда значит, опровергнуть. И я сегодня вечером заметил, меня просто не обозначили, правда. Вот. Я сегодня заметил, что вечером какая-то девушка, грузинка, какая-то блогерша, выставила мою фотку там с видео, она, видимо, сделала скриншот. Она говорит, вот, Денис, вы видите, и позади нее находится чаша, бедийская чаша с грузинской надписью «Асам Тавруй», да, мол, типа, мол, знаешь, с таким намеком, что здесь тоже в Абхазии, мол, жили грузины. Ты знаешь, я как бы, знаешь, с одной стороны, не хочу с женщинами спорить, да, но это как-то некрасиво. С другой стороны, вот смотришь на это, и становится смешно. Потому что, вот знаешь, меня что забавляет? Некоторые грузины говорят, что раз в храмах Абхазии там где-то есть надпись на грузинском языке, значит в Абхазии жили грузины. Но послушай, если так вот порассуждать, вот, такими тезисами, например, в Атенисионе, недалеко от Гори, это довольно богатый храм по фрескам, имеется надпись на армянском языке. Вот. Означает ли это, что храм это что-то 6 века? Означает ли это, что в VI веке на территории там в Центральной Грузии жили армяне? Это же глупость полнейшая. Или, например, в Армении есть один храм армянский, халкидонский храм, и там при входе надпись на грузинском языке. Означает ли это, что в те далекие времена, значит, там в Армении жили только одни грузины? Понимаешь, они такую ахинею несут просто полнейшую. У меня такое ощущение, что когда они учились в школе, то ли педагог у них был плохой, то ли сами не были плохими учениками. Или после каких-то элементарных вещей не объясняют. Или знаешь, они что путают? Они очень часто путают понятие племя, народ и нация. У них вообще отсутствует понимание, что это немножко разные вещи. Вот. И поэтому смотришь на все это, знаешь, это так смешно, если честно. мне кажется, идет пропаганда, используют источники, ковыряют, В меняют. случае с Малхазом Кицурашвили он реально занимается фальсификацией. Это вот однозначно, он вырывает из контекста, переначивает. Но на такие вещи надо делать ответ. Распространять их. Однозначно. Это нельзя оставлять без ответа. Потому что это реально это преднамеренная фальсификация. Он лжец. Лжец и подонок. Скажу грубо, но это именно так. Потому что то, чем он занимается, это даже такая вот чистейшая недобросовестность. Вот. Откровенный лжец, фальсификатор. Правду надо говорить прям как оно есть. Там как раз же это способствует тому, что так пропаганду вели, фальсификацию. Никто же не препятствует там. Допустим, как в СССР же так не препятствует, как сейчас. Понятное дело. Пропаганда, одним словом. Да. Что делать? И ты знаешь, вот я открываю YouTube, у меня же на YouTube канале в шортсах, да, эти короткие видеоролики я туда тоже выкладываю. Я сейчас открыл, ко мне пришло уведомление, открываю, тут куча оскорблений от грузин. Сейчас я все удаляю и блокирую. Люди больные, на голову больные, реально. Вот. Что делать? Я даже не читаю комментариев. Знаешь, Денис, я особо в такой контент, который мусорный, одним словом, я не захожу, не смотрю. Я те, которые интересные вещи рассказывают, основываясь на фактах, первоисточниках, это могу посмотреть. А это я не вижу даже смысла. Зачем это смотреть? За то, что красивая картинка, что ли? Наверное, многие на это, падки. Вот. Вообще, знаешь, всегда нужно опираться на первоисточник в любом случае. В любом случае. Да. Потому что, один так сказал, это так сказал. На что основывается? Когда смотришь на что ни на что. Да, у меня есть всегда принцип всегда опираться на первоисточник. Это очень важно на самом деле. Вот. Все остальное это так. Потому что после этого же столько мифологий рождаются, что потом
Один так скажет, другой так скажет, а потом, когда читаешь, оп, потом глаза открываются. Ну, слушай, очень много же фактов таких, понимаешь, люди не читали по истории, они вообще понятия не имеют по поводу истории Абхазии. И они не знают ни историю Абхазии, ни свою историю не знают. И поэтому, как бы, знаешь, несут ахинею. Ну, что делать? Когда, знаешь, интернет появился, Ничего. многие себя возомнили историками. Да-да, каждый прям все знает. Ну, что делать? Я это смотрю иногда, там бывает какие-то видео, ну, на тему Абхазии, и постоянно с той стороны, короче, наши соседи постоянно там что-то пишут, ну, вот эту антинаучную ерунду всякую, вот эту ахинею, пропаганду свою. Кстати, знаешь, я недавно заказал, нашел на аукционе книгу Заура Маргиева. Называется «Батум». Во время Османской империи называется книга. Очень интересная книга. Я эту книгу давно ищу. Точнее, давно пытался эту книгу заполучить. Ну, тут я зашел на аукцион и случайно на аукционе обнаружил всего лишь один экземпляр. Вот. Очень интересная книга. Вот я тут, знаешь, сейчас вот зашел, отслеживаю по номеру треку. Вижу, что книга уже доехала до Краснодара. Вот. А книга, знаешь, где находилась? В Рязани находилась эта книга. Вот. Каким-то образом эта книга там оказалась. Вот один штук. И книга уже находится в Краснодаре. Едет в Адлер. Я, оказывается, на днях поеду. Нужно будет книгу забрать. Знаешь, вообще очень интересные вещи, конечно, я вот недавно на аукционах нахожу, какие-то раритетные, интересные такие, знаешь, книги попадаются. Есть, конечно, прям совсем дорогие, правда, что, ну, действительно, там есть такие... Я, например, тут видел Москвича, да, это путеводитель по Кавказу, 15 тысяч стоит эта книга. Вот. Ого, 15 тысяч книга? Да. Да, и это, поверь мне, это еще по-божески. Там есть книги по 100, 120, 200 тысяч, 300 тысяч. Кошмар. А им по сколько лет, что они такие дорогие? Ну, раритетный, смотри, я видел книгу Мачаваряне. Ну, Мачаваряне книга вот эта, называется по Схумскому округу. Она есть в электронной версии, можно спокойно почитать в интернете. Но если ты хочешь оригинал, бумажную версию, я находил на аукционе за 115, за 120 тысяч. Ну, такая сумма. Да. Ну, конечно, за такую сумму, конечно, ты книгу не возьмешь. Но это очень дорого, конечно, очень дорого. Поэтому, конечно, знаешь, хочется какие-то такие книги иметь раритетные, правда, но это очень дорого. Очень. Смотри, Денис, ты же, получается, по периоду вот Абхазского княжества. Денис, вот когда вот именно самый такой раздор был между Абхазским княжеством и там с отдельными его регионами, там Дал, Забал, Садзну, Самурзахан, вот когда именно вот такой раскол был? Ты знаешь, такой раскол вообще почти всегда имело место быть. Я тебе скажу, особенно где-то после Османского, после того, как Абхазия стала частью Османской империи. Потому что Османская империя вела политику кнута и пряника. И они занимались стравливанием абхазских князей между собой. К сожалению. Да. Но при Тилышбей Шачбе он же, получается, объединил их. Да. И после его смерти все Жесткой, отсоединились. жесткой рукой. Ну, после его смерти, получается, снова по второму кругу пошло это. Да. Но конец всему этому положил в итоге Хаматбей Чачба. Но он же не смог же все княжества присоединить и подчинить. Ну, насколько он смог, он объединил. Если честно. Вот какие, получается, остались в то время Садзну, Ахчапсу? Единственное, не под нашим контролем это Садзна. В итоге. Ахчапсу? Ну, то есть Адлер. Но это и есть Садзна. А, тоже он к нему входил. Ну, вообще обычно делят на Хачапсы, это верхняя часть реки Мзым, а Садзна это нижняя часть реки Мзым. Так вот часто, прям вот, грубо говоря. Но обычно это все смотрится как Садзна, если честно. То есть они делились на прибрежных и горных. Вот, если так можно сказать.
Но ты учитываешь, что при Нестере Лакобе часть территории Садзны он вернул Абхазии. Вот, кстати, можешь про вот этот период рассказать, как он именно вернул под состав Абхазского СССР? Ты знаешь, там вообще была такая история, что, например, мы когда говорим о Гагре, мало кто тут в Абхазии сейчас помнит, мало кто помнит о том, что, например, город Гагра стал частью Абхазской ССР только в 29 году, если честно. Вот. Как этот период произошел? Вот я помню, что граница была Дабзып. 29 год. А как именно поспособствовали этому процессу? Нестор Лакоба. Просто какой-то... Лакоба настал на том, чтобы сдвинуть границу. И вообще хотели сдвинуть еще дальше, но не получилось. Но на сегодняшний день территория Садзны поделена. Часть принадлежит Абхазии, часть принадлежит Российской Федерации. Ну, Но в 29 году, да. практически самую красивую часть мы забрали себе. Вот, так что вот так вот. А что, потому что ты же понимаешь, что вот эта территория проживания садзов, это же не только Гагра, это и Озерица, это Ибга часть. Вот. Вообще это Садзна, это вот от реки Бзып до реки Хоста. Или Сочи раньше. Вообще до Сочи, если честно сказать. Но в 19 веке это было только до Хосты. Потому что от Хосты дальше же, там же до Сочипста. Раньше река называлась не Сочи, раньше называлась не Сочи, а Сочипста, либо по-абхазски Хачапста. И до туда жили этнические абхазы. Но там потом, правда, до Хосты дошли, завоевали эти земли. И там смешанно жили абхазы с убыхами. Абхазы садзы с убыхами жили смешанно. Поэтому, кстати, очень многие путешественники, когда там бывали, они их путали. Они не могли понять, то ли там живут убыхи, то ли там живут абхазы. Было им сложно разобраться. Поэтому есть такая небольшая путаница. На самом деле, если все разложить по полочкам, как полагается, на самом деле от реки Хоста до Илюхапста, если в Абхазии говорить, до реки Хачапста, да, Сочипста, смешанно жили абхазы, садзы и убыхи. И они знали языки друг друга. Поэтому некоторые путешественники говорят, что садзы говорят на убыхском и на черкесском языке. Говорили, потому что они были соседями. Это было вообще нормой. Это сегодня мы здесь в Абхазии, в современном мире, мы не знаем язык соседей, да, грубо говоря. Сегодня кто знает? Сегодня абхазы что знают черкесский язык? Вот, современные абхазы. Или современные абхазы, кто живет на востоке Абжу, они что знают мигрельский язык? Нет же. Это сегодня так, мир изменился, стал другим. В те далекие времена соседи учили языки друг друга, кстати. Вообще с этим проблем никогда не было в те далекие времена. Вот. Поэтому очень часто вот это, даже что споры возникают по поводу садзов, джигетов, да, на самом деле там вообще в науке, если мы говорим о научной стороне вопроса, никаких споров там нет, ребята. От реки Бзып до реки Хоста жили садзы абхазы. От реки Хоста до Сочи смешанно жили они с убыхами. Дальше до реки Шахе жили убыхи. Ну, а потом там дальше шли уже черкесские. Будем так говорить, субэтносы, будем так говорить. Вот. Так что как-то так вот вообще. Денис, а вот помнишь, я вчера задавал вопрос насчет писателей. Я имел в виду, знаешь, что именно вопрос? Их вклад именно в государственность. Не, в плане государственности. Я там понял, но я не занимаюсь этой тематикой. Понимаешь, это отдельная тема, надо изучать. Понимаешь, теперь если ты возьмешь Богдана Шункуба, надо изучить его тему отдельно. Это же, понимаешь, это же, вот у нас когда говорят историк, люди думают, что историки все и вся знают. У нас же тоже свои направления. То, о чем ты говоришь, кстати, ты знаешь, это вот есть книга Дидзари, если не ошибаюсь, где-то там вот эта тема где-то присутствует.